Тарбагатайские киргизы – своеобразная этнографическая группа киргизов, исповедующая буддизм-ламаизм с некоторыми элементами ислама. Предположительно, тарбагатайские киргизы являются потомками енисейских киргизов, переселенных в долину реку Эмель джунгарами. В 1860 году, под влиянием монгольских лам, тарбагатайские киргизы перешли из ислама в буддизм. Поэтому одно из основных их поселений получило название Кыргыз-Куре — это киргизский буддистский храм. Казахи уездного города Иминь называют тарбагатайских киргизов монгол-кыргызами, калмак-кыргызами. Монголы называют их хаминь-кыргыз, то есть казак-кыргыз. Также они известны в русскоязычной научной литературе как эмельгольские калмак-кыргызы и минские кыргызы. Историография изучения этой этнической группы крайне мала. Из личной беседы автора с профессором Центрального университета национальностей Китая Ху Чжэньхуа известно лишь об одной экспедиции, произведенной им в 1950-х годах, в ходе которой были определены место проживания тарбагатайских кыргызов, их религиозная принадлежность, одежда и некоторые другие этнические маркеры. В работе Юй Сюэбинь у Джань-Джу хэйлунцзянские кыргызы есть упоминание об обычае почитания священной лошади у кыргызов, уезда Иминь. В работе Амбрамзона «Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи», вышедшей в Ленинграде в 1971 году, приводятся следующие сведения об иминских кыргызах. В уезде Дёрбельжун Эмельгольского монгольского автономного района представлена очень своеобразная группа калмак-киргизов, насчитывающая около 1000 человек. В ее состав входят киргизы, относящие себя по происхождению к племенам Сары-Багыш, Мундус, Барын, а также в небольшом числе ханьцы, тувинцы, казахи. По своему быту эта группа близка к монголам, исповедует ламаизм, говорят же они на казахском языке, в котором сохраняются элементы киргизского языка. Ламы и старики знают монгольский язык. Они утверждают, что пришли сюда из Алтоо около 300 лет назад. Калмак-киргизы считают себя теперь киргизами, хотя некоторые помнят, что их предки не были киргизами. Не исключено, что основу этой группы составили потомки части киргизов, насильственно уведенных джунгарами из Сибири в начале XVIII века. Тарбагатайские кыргызы разговаривают на казахском языке. Кыргызский язык уже практически не используется. Однако остались люди, которые знают его. Знают также монгольский и китайский, причем китайским языком многие тарбагатайские кыргызы владеют не на высоком уровне. Тарбагатайские кыргызы в большинстве своем буддисты-ламаисты. Есть среди них и мусульмане около 40 семей, которые проживают в городе Тачин. В прошлом, по преданиям тарбагатайских кыргызов, они были мусульманами, но в середине XIX века приняли буддизм. В 1860 году в селе Архачар прибыло 5 лам, которые поставили 3 юрты, одного юрту использовали как храм, один как жилище, один как кухню. Они и обратили кыргызов в буддистскую религию. Впоследствии у тарбагатайских кыргызов существовало 2 буддийские школы. На современном этапе можно говорить о постепенном переходе в ислам кыргызов-буддистов, чему немало способствует активная позиция мусульманской части тарбагатайских кыргызов, которые ссылаются на то, что хазалсукские кыргызы мусульмане. Автор в одной кыргызской семье, где муж буддист, а жена мусульманка, подвергся критике со стороны женщины из-за того, что сообщил о своем намерении отразить наличие кыргызов-буддистов в своей статье о тарбагатайских кыргызах. Эта женщина восприняла эту новость как позор для тарбагатайских кыргызов. Мусульмане среди тарбагатайских кыргызов, по свидетельству их самих, были всегда и жили вместе со своей родней-буддистами, заключая с ними браки. Тарбагатайские кыргызы поклоняются священной горе Хызылтак-Хайрахан, которая находится между селами Архачар и Ламаджа. На ней круглый год лежит снег. Раньше старые люди кормили духов местности молоком и приговаривали «Тоаба», «Тоаба», что означает «Боже, Боже». Кормят огонь алкоголем и пищей, совершают обряд опрыскивания пальцем из чаши алкоголь по сторонам, прежде чем выпить первый глоток. Данный этнографический факт известен у многих народов Центральной Азии и Южной Сибири, в том числе и у тяньшанских кыргызов, у хакасов, алтайцев и другие. Известен факт бытования у тарбагатайских кыргызов культа поклонения священной лошади. Выбирают хорошую лошадь, на шею которой завязывают тряпку или делают отметку на ухе, эта лошадь становится священной. Запрещается каким-либо способом использовать священную лошадь,
а также нельзя продавать, дарить, убивать. После того, как священная лошадь умирала, ее предавали небесному погребению. Кыргызы-буддисты покойников хоронят в деревянном гробу, при этом мусульмане говорят, что это неправильно. Тарбагатайские кыргызы, включая кыргызов-буддистов, празднуют исламские праздники Курбан, Айд или сокращенное название Айд, Роза Айд. Зимой празднуют китайский весенний фестиваль Чиган-Байрам. 16 апреля празднуют праздник Кунай. Браки тарбагатайские кыргызы заключают, как правило, внутри своего народа, соблюдая эндогамные запреты. Строго не разрешается заключать браки внутри родовых подразделений. Одежда у современных тарбагатайских кыргызов современного типа. Однако известно, что ранее по одежде они не отличались от монголов. О кухне тарбагатайских кыргызов автор получил лишь примерное представление по причине кратковременности пребывания в среде тарбагатайских кыргызов. Пища тарбагатайских кыргызов, на первый взгляд, не отличается от кухни казахов. Делают айран. В теплое время года, во время приема гостей, располагаются во дворе на траве. Подают к столу на большом блюде большое количество мяса. При этом автор наблюдал, как одна кыргызка, приехавшая в городе Тачин из деревни, в отличие от других женщин не садилась за общий стол, а скромно покушала в стороне, наблюдая за тем, нуждаются ли в чем сидящие за столом. Во время еды используют китайские палочки. Из посуды преобладают пиалы. Употребляют спиртные напитки. Застолья проходят весело под исполнение песен, как на казахском, так и на кыргызском языке. Жилища не отличаются от окружающего их иноэтнического населения и построены из кирпича как необожженного, так и обожженного. Кухонная комната отделена от спальных помещений. В спальных помещениях присутствует настил, на котором наложены войлочные ковры, украшенные оригинальными узорами. Данные настилы используются как постель, так и для того, чтобы на них восседать, принимая пищу. На настил ставится столик с короткими ножками, называемый щире. В пределах усадьбы, как правило, есть дворик. Имеются небольшие огороды. Тарбагатайские кыргызы являются скотоводами. Разводят овец, лошадей, коров. Как сообщали сами кыргызы, они живут зажиточно по сравнению с другим населением. Есть среди них и довольно зажиточные, которые сами не пасут свои стада, используя наемную рабочую силу. Тарбагатайские кыргызы имеют следующие родовые подразделения: Сарбагыс, Мандус, Барын, Сарт, Нойман, Кытай, Кирей, Калмак, Читай. Род Мандус тарбагатайских кыргызов, одним из информаторов, был также назван Эрсын. В брошюре Кудайберген Кики Улы не указывает на наличие рода Читай, но пишет о наличии рода Каракалпак. Род Кирей, одним из опрошенных кыргызов, был определен как пришедший от казахов, а род Читай от каракалпаков. Этот же информатор сообщил, что рода калмак как такового нет, и не стоит о нем упоминать, так как другие называли тарбагатайских кыргызов калмаками, тем самым оскорбляя их. А такой род появился в результате кровосмешения, произошедшего в результате брака мужчины и женщины из рода Барын, дети которых и стали носить имя Калмак. Однако к сообщению этого информатора автор склонен относиться с долей скепсиса, так как данный информатор может быть ангажирован мусульманской частью тарбагатайских кыргызов, ведущих среди тарбагатайских кыргызов религиозную пропаганду, в ходе которой они могут выгодным для себя образом интерпретировать этнографические явления. Род Калмак представлен среди тарбагатайских кыргызов всего 3 семьями. Рода Мандус и Сарбагыс наиболее многочисленны у тарбагатайских кыргызов.